Найден жив. Эти слова – главная награда для нерюнгринских волонтеров-поисковиков Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, которые в любой момент готовы откликнуться на призыв о помощи и принять участие в поисковых мероприятиях. Учитывая зимние сезонные природные условия, усложняющие поиски пропавших, волонтеры центра призывают максимально ответственно подойти к планированию загородных прогулок. Зимний период отличается от остальных своей суровостью. Это в первую очередь, как вы правильно заметили, это холод, это термическая гипотермия, охлаждение человека, то есть приводит к тому, что поиск должен быть проводиться максимально в кратчайшие сроки. Это также и делается с сохранением здоровья волонтеров, потому что по холоду много не походишь. Мы минимизируем вот это нахождение на улице для того, чтобы... То есть, если вышли на поиск, конкретно уже знаем, какой район осматривать, у нас должны быть пункты обогрева, где могут волонтеры прийти обогреться с собой, теплое питье, естественно. И максимально оперативно надо действовать. Для этого у нас создана группа информационного сопровождения, в которую можно всегда обратиться по телефону 8 924 872 91 12. К сожалению, я не могу вам сказать, что мы сразу выйдем на поиск, потому что если это не будет ребенок или не пожилой человек, потому что все мы работаем только по заявлениям с полиции. Мы можем организовать, начинать поиск, но мы не можем приступить к поиску без них, без их участия. Это не касается маленьких детей и пожилых взрослых с деменцией, потому что здесь время прям очень ограничено и очень мало. Надо действовать быстро. Ребята у нас очень хорошо подготовлены к этому, в принципе. Несмотря на то, что зима не так, чтобы часто люди теряются, но тем не менее люди всегда должны быть готовы к этому. Мы специально проходим обучение, одеваемся, специально изучаем, какие техники можно использовать именно в зимний период. Потому что много с телефоном не походишь, он быстро замерзает. Надо использовать какие-то средства защиты от бешеных собак, которые в зимний период особенно злые, они проголодавшиеся, они могут выходить в ближайший город, ближайшие районы города, которые пригород, скажем так, и нападают на людей даже в лесу, которые в одиночестве идут в лес, допустим, и там очень много собак. Также одним из приоритетных направлений деятельности центра является обучение безопасным навыкам поведения и профилактика детского травматизма и смертности среди детей. В первую очередь, конечно, это у нас круги доверия, это кому можно обращаться за помощью, кому можно доверять. Это всегда у нас детям мы рассказываем. А на сегодняшний день у нас проведено более 180 уроков с охватом около 3000 детей, именно только по Нерюнгринскому району, это и частично Якутск. Это там, где сейчас у нас работают люди. Что мы сейчас обращаем в зимний период? Это, конечно же, выход в лес, выход на лед, горка, активный досуг какой-то, то есть коньки, лыжи. Это же все требует своей собственной, техники безопасности какой-то. Допустим, если ты выходишь на лед, то надо держаться за бортик, очень хорошо не идти против круга движения, не выполнять сложные элементы там, где находятся люди, не ходить с едой, с питьем, выходить с животными, с санками на лед. На лыжах, допустим, тоже правильно подобранные лыжи, правильно подобранные палки, правильно подобранная дистанция между друг другом. Это очень тоже важные моменты. Также Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям и Лига безопасного интернета ведут очень большую совместную работу над тем, чтобы защитить детей от негативного влияния интернета и обеспечить их безопасность в реальной жизни. Речь идет о профилактической работе, уроки безопасности, игры, акции и флешмобы. Для чего создаются фейки в интернете, на какие сообщения в социальных сетях нельзя отвечать. Такого рода вопросы в игре формируют у детей навыки самостоятельной критической оценки, безопасного отбора и использования информации. В эту игру мы уже несколько раз играли, мы проводили между детьми. Это игра по безопасному интернету. Мы хотим детей вытянуть из интернета, потому что сейчас, несмотря на лето, они очень много сидят в интернете, и мы хотим их вытянуть, чтобы они понимали, что в интернете надо тоже безопасно сидеть и ограничивать себя во времени сидения в интернете, так скажем. У нас есть листок с вопросами, да и сами мы знаем вопросы. Это как настольная игра, только в большом формате. Они кидают кубик, переставляют фишки, мы задаем им вопросы, они на них отвечают. И тут вопросы многие дети могут быть незнакомы, они могут узнавать об этом много нового.
Волонтеры центра стараются принимать участие в различных слетах, фестивалях, встречах для того, чтобы постоянно совершенствовать свои навыки, которые обязательно пригодятся в профилактической и поисковой работе. Так, руководитель инфопоиска центра Анастасия Романова приняла участие во Всемирном фестивале молодежи, где делилась своим опытом и приобретала опыт коллег-поисковиков из разных стран. У меня была своя площадка, на которой я рассказывала о безопасности в природной и городской среде. Мы распределили зону ответственности, и на нашей площадке мы поочередно рассказывали о том, как оставаться в безопасности, что делать, если потерялся. И люди из разных стран приходили к нам. Мы работали с переводчиком. Поэтому охват получился достаточно большой. Мы организовывали тренировочный поиск пропавших людей. Это было в 3-й день нашего присутствия на фестивале. Мы собрали команду, раскидали по территории Сириуса условно пропавших людей и ознакомили участников с процессом поиска пропавших. Мы помогли им составить ориентировку, рассказали, как мы собираем информацию, как мы проверяем информацию, что мы делаем в случае поступления информации, показали нашу командную работу. То есть в группах участников были опытные поисковики, которые помогали другим людям, неопытным, абсолютно новым, которые не были связаны с поисковой деятельностью никогда, помогали определиться и понять, что это вообще такое. Таким образом мы больше, конечно, русскоязычную аудиторию охватили со всей страны. На фестивале было множество площадок. Это у каждого своя тематика. То есть от Союзмультфильма, поисковая деятельность наша, МЧСники, Движение первых, из других стран были представители. И мы сами получили очень много опыта в процессе совместной работы. Мы узнали, какие организации есть на территории нашей страны, что они представляют. Мы познакомились со многими людьми, которые приехали в гости в Сочи из разных стран. И, естественно, это расширяет кругозор, помогает найти вдохновение в своей деятельности. Это помогает не сдаваться, идти вперед дальше и получать новый опыт, новые знания. Потому что когда все вместе работаем большой командой, собранной со всей России, мы ощущаем прилив сил, энергии, мы понимаем, что мы — это не что-то отдельное и разрозненное. Мы, Национальный центр, это большая организация, которая делает все возможное для того, чтобы помочь пропавшим, пострадавшим, и не только детям, но и взрослым. Любые поиски – это прежде всего информация. И очень большую предварительную работу проводит группа инфосопровождения, обрабатывая множество данных о пропавшем человеке. Для того, чтобы выйти на поиск, нам нужна определенная информация, хотя бы ключевая. Это точка выхода, где он может быть, знакомые, родственники, состояние здоровья. Очень много такой информации нам надо собрать. И этим занимается специальная группа инфосопровождения, которая сопровождает информационно весь поиск от начала до конца. Это люди, которые встречаются сразу, первые встречаются с пострадавшими, собирают информацию, и уже потом они принимают решение о том, какой поиск будет вестись, физический или информационный, какие средства задействовать, какие ресурсы. Все это передается к нам в штаб, и мы уже на месте все определяем. То есть группа инфосопровождения – это не только просто люди, которые принимают звонки. Это люди, которые тщательно все разбираются, они разбираются в вопросе. Они знают, какие вопросы правильно задать, у них специальные опросники, они специально прошли обучение этому. Даже составление ориентировок, оно тоже требует небольшого умения. Это тоже занимается группа инфосопровождения. Они их изготавливают, они их размещают, они их публикуют и смотрят о том, чтобы дальше не уходили. Потому что когда статус поиска изменен, ориентировка у нас меняется, допустим, что найден жив, найден погиб или поиск приостановлен. Это должно быть информирование сразу, оповещение везде должно быть пройти, для того, чтобы мошенники даже хотя бы не пользовались этой информацией, потому что они могут позвонить родным, близким и сказать: вот мы знаем, где ваш человек, и начинают придумывать такие истории. Сейчас вот мошенничество у нас везде, прямо это очень сильно, и в нашей среде тоже, вплоть до того, что изготавливают сами на ориентировки,
по образцу нашему. Но дело в том, что у нас ориентировки не все проходят через единую систему информационного обмена, и они имеют регистрационный номер. Все заявки, они регистрируются у нас на сайте и проходят. И наша группа инфосопровождения также следит за тем, чтобы не было, ну, скажем, липовых ориентировок таких и сборов о поиске. 85%, 90% закрывается путем инфосопровождения, даже не без выхода на физический поиск. Вы наверняка сами в городе видели, у нас проходят вот так вот ориентировки, пошли по статусам, по соцсетям, и буквально через некоторое время, может быть, даже в течение нескольких часов или на следующий день уже объявление о том, что человек найден, но не было объявления о сборе. И вот это вот основная заслуга группы инфосопровождения – оповестить, помочь, то есть собрать информацию, потому что наш телефон 8924 872 91 12 – это телефон штаба волонтеров, который работает круглосуточно. Сейчас в поиске проходили недавно у нас в Якутске, буквально ребенок потерялся 9-летний, не вернулся со школы. Также наша группа инфосопровождения, она принимала активнейшее участие в этом, несмотря на то, что вот большая разница, там 800 километров у нас до Якутска, да? То есть мы работаем удаленно и дистанционно по всем направлениям практически. Если там ребята готовы были идти на физический поиск, выезжали, собирали народ, наши работали информационно, давали информацию, какие районы осмотреть, куда лучше обратиться, где его еще раз, где видели этого ребенка. И благодаря совместным усилиям практически уже где-то под утро ребенок был найден. Всю ночь продолжались поиски. Но даже когда поиски заканчиваются, и группа инфосопровождения все еще терпит шквал, потому что звонки не останавливаются. Кто-то еще не знает, что нашел, кто-то хочет удостовериться в том, что нашелся ли действительно ребенок. То есть уже нашу группу инфосопровождения, нас знают, и уже мы пользуемся заслуженным доверием и авторитетом, что мы не обманываем, что найден, не найден. Бывает такая ситуация, что ребенок действительно уже все знают, что он найден, и нам начинают все писать. Ребенок найден, уберите ориентировку, тут-то найден. Или еще. А мы не убираем ориентировку до тех пор, пока у нас не будет подтверждения с полицией. То есть и мы ее не размещаем без подтверждения полиции, и также не убираем. К сожалению, не все поисковые работы заканчиваются благополучно. И за 10 лет поисковых работ каждый такой случай остается в памяти навсегда. День поиска пропавшего мальчика в поселке Чульман в далеком 2015 году Павел помнит как вчерашний. Приехали, на группы разбили квадраты. И, естественно, начались поисковые работы. Трое суток мы искали. Нашли. Да, плачевно, конечно. Ожидали немножко по-другому. Назад ничего не вернешь. Прошло уже 10 лет. Но помнится до сих пор, что первые, что вторые, что третьи, и последующие поиски. Да, что-то было, какие-то заканчивались хорошо, какие-то плохо, но все же они заканчивались. То есть всегда людей находили. Гражданская ответственность и сострадание, желание помочь ближнему и сделать этот мир хоть чуточку, но лучше. Именно этим руководствуются и волонтеры центра, и простые нерюнгринцы, желающие помочь спасти человека, снова и снова отзываясь на призыв поисковиков. Это должно быть наверное, на уровне своего характера. А так, нечего бояться. Чего бояться? Помогать людям? Нет. Вступать в организацию? Не всем дано. Я думаю, что не стоит этого опасаться. Как можно опасаться помощи? Сегодня нужна тебе помощь, завтра кому-то. То есть, это бумеранг, наверное. Когда есть возможность, выходишь, когда нету, то никто тебя палкой не побьет за это. Много интересного, большие знакомства, интересы, провести время на свежем воздухе. Да, пусть это будет не отдых, а поиск,
ну, я думаю, как бы, что это полезно. Не обязательно там физическая помощь, а просто даже пассивная. Репосты в WhatsApp, в Инстаграме, ВКонтакте, там, ну, прочих соцсетях, как бы оно все равно поможет. У меня там 200 там, друзей, у другого там 300. Ну и в общем-то, как бы все знают и видят люди. И я думаю, это тоже помощь. Этой весной Якутский республиканский мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям подвел итоги работы за 5 лет. Конечно, в планах у центра дальнейшее совершенствование, расширение и улучшение материально-технической базы. Эта ответственность мы берем на себя сами, а не то, что нам кто-то ее возложил. Почему мы ее на себя взяли? Потому что мы беспокоимся о наших детях. Мы беспокоимся не только о том, где они могут пропасть, но и о том, как они вырастут, какое будущее у них будет. Мы посвящаем этому наши проекты, наши задачи и занимаемся с детьми постоянно. Название наше, оно неспроста звучит как «Центр помощи детям», потому что дети – это действительно наше будущее. То, что мы сейчас залаживаем, то, что мы потом получим. И то, что сейчас прошло вот это мероприятие, оно показало, сколько людей все-таки в нашем отряде заинтересованных действительно в том, чтобы мы достигли каких-то результатов, чтобы достичь, действительно наша цель – это сделать Якутию – это местом безопасности для каждого ребенка, чтобы каждый ребенок себя чувствовал в безопасности, не думал о том, что он по дороге в школу или что-то с ним случится, чтобы родители не переживали за своих детей и знали, что делать, если вдруг случится. Ну, такая неприятность, которая может перерасти, в принципе, и в горе. На сегодняшний день в нашей организации, в нашем отряде, вот в Неринге у нас около 40 человек, из них активных, это более, да почти все активные. Кроме этого, у нас еще в WhatsApp группа оповещения, где-то около 150 человек, которые тоже готовы прийти на помощь, либо репостить ориентировку, либо еще что-то сделать, когда мы обращаемся, когда нам нужны люди на активный поиск. Самым, наверное, большим достижением нашим за эти 5 лет было это создание все-таки еще одного отряда, который уже вот 2-й год работает. У нас были до этого попытки раньше, как бы и с Алекминским, и с Алданом, с ребятами начинали, работали, там какое-то время все шло, но потом, к сожалению, не всегда это получается, это действительно надо очень много всего, чтобы получилось. И в Якутске вот уже 2-й год они работают, они успешно проводят мероприятия, самоорганизуются, прям хорошо учатся, проводят тренинги, всякие учения. Я к ним туда выезжаю регулярно, мы общаемся с волонтерами, общаемся с руководителем, постоянно с ними на связи. То есть там полноценный такой же наш отряд, он уже начинает работать, и в принципе не начинает, а уже работает очень хорошо. Наша задача сейчас расширяться, чтобы в каждом улусе, в каждой деревне про нас знали наш номер телефона и знали, что делать. И что мы беспокоимся и переживаем за них. Они не будут брошены, если что-то случится. Да, у нас ресурсы, конечно, наши пока сейчас маленькие, но даже уже готовность помочь – это уже большое дело. Если есть люди, значит все получится. Да, действительно, организация сделала очень много, но она и создалась не на пустом месте. То есть у нас уже действовал поисковый отряд, поиск НЕРу, который уже заложил фундамент для ее образования, для нашего центра сейчас. Мы проводим сейчас более организованно, более грамотно. Национальный центр нас обеспечивает методическими пособиями, знаниями, информацией, обучением, оборудованием, снаряжением. Все это идет как бы нам в помощь, но в первую очередь это люди, да. И в нашем планы входит это, конечно же, расширение, масштабирование нашего опыта на всю Якутию. Потому что то, что мы сейчас здесь есть, это хорошо. Люди нас знают, они нас обращаются. Но наша помощь бывает. У нас были случаи, что мы находили людей, которые в Уснере терялись, в Магадане, по дороге в Магадан. Мы подключаем все свои ресурсы, своих знакомых, которые находятся где-то в Уснере, там вспоминаешь знакомого, ему звонишь, помоги, и все, и ориентировка полетела. Ну и находятся люди, вот, и это самое главное. Поэтому наша задача сейчас на ближайшее время – это укреплять и расширять свою деятельность. В первую очередь, это, конечно, сейчас будет пока поисковые отряды, которые… Они заточены, это люди, которые именно на поиск людей, которые активный поиск и информационный поиск, то есть репост ориентировок и оповещение о поисках. А вторым этапом это уже, конечно, будет проект «Безопасные навыки», «Безопасный мир», который предусматривает под собой профилактику детской безопасности.
Несмотря на то, что филиал центра в Якутске действует не так давно, волонтеры-поисковики тоже гордятся результатами своей работы. Первый год мы работали слабенько, народу мало было, но на второй год уже более-менее активные люди появились у нас в нашей команде. Основные активы приходят после каких-то резонансных поисков, потому что где-то детки теряются, где-то бабушка, дедушка потерялись. И когда много народу выходит и привлекаются любые добровольцы, и вот узнают о нас и вступают в нашу команду. Сейчас у нас 13 человек актива. Ну, а в основном там очень большая группа, 140 человек добровольцев, кто может присоединиться в любое время к нам. Ну, а актив пока 13 человек. Если Нерюнгри по площади город небольшой, то в Якутске, учитывая территориальные особенности столицы региона, большую площадь города, в своей работе волонтеры центра порой сталкиваются с определенными трудностями. Очень сложно, потому что пока проверим камеры видеонаблюдения, их очень много, поэтому определиться, например, куда именно пошел, в какую сторону человек, это очень сложно. А дедушка, допустим, при потере памяти может уйти в любую точку, сесть на автобус, уехать. У нас бывало то, что мы искали, начиная с Кангалас и заканчивали другим концом города, Покровского тракта, по всему городу ездили машины. Соцсети очень хорошо работают. Телеграм, WhatsApp, это вообще, это все там. Бывало такое, то, что уже нашли, пишем, все, стоп, везде удаляем все, а они дальше рассылают еще 2-3 дня, это все гуляет. Так что хорошо. Активно идут. Любой может помогать. Не обязательно там выходить на активный поиск. Да? Можно где-то сидеть дома, опрашивать, прозванивать там какие-то больницы, соцзаведения. Не знаю. Каждый может помочь. И вот даже просто вот этим репостом по соцсетям, по Телеграм, по WhatsApp каналам. Поэтому пусть приходят, всем будем рады. Нужна помощь. Конечно, мы не справляемся одни. Ну, справляемся, ну, не так, как бы хотелось. Хотелось-то быстрее, время... У нас, как сказать, время – это самое наше все. Бывает, его очень не хватает. Поэтому, если будет большое количество, то будет тратиться меньше времени. Волонтеры центра принимают самое активное участие в различных гуманитарных миссиях. Так, совместно с МЧС России ведется постоянная работа по организации пунктов выдачи гуманитарной помощи гражданам, вынужденно покинувшим свои дома и прибывшим в Курск из приграничья в прошлом году. Совместно с добровольцами также работают психологи, специалисты социального фонда и службы занятости. Тысячи семей обращаются за помощью. Это и детское питание, и первые вещи, предметы первой необходимости, бытовая химия, детская одежда. Очень нужна помощь людям. И кто это сделает, кроме нас? Мы стараемся помочь каждому. Это не зависит от возраста, пола, национальности. Если человеку нужна помощь, то он всегда может обратиться сюда, к нам, в центр, где получит все консультации и социальную поддержку. Добровольцы приезжают на помощь курянам из Краснодарского, Хабаровского, Алтайского краев, республик Хакасия, Коми, Якутии, Удмуртии и Тывы, Омской, Новосибирской и Московской областей. В город Курск я приехал по своему зову сердца, чтобы помогать людям, которые вынужденно переселились в город Курск. Здесь мы помогаем с продуктами, собираем гуманитарную помощь, также раздаем вещи, бытовую химию. В общем, здесь это очень востребовано. А также мы сейчас помогаем организовать еще один гуманитарный центр, который будет самый крупный в городе Курске. В общем, очень много работы, и работа эта очень востребована сейчас. Ежегодно в республике пропадают около 100-150 человек, взрослых, подростков и детей. И волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям ни на минуту не перестанут делать все от них зависящее, чтобы очередная ориентировка сменила свой статус на «найден жив».